Yükseklerde uçan kuşlar bizge bakıp ne köre? Neler yarın aytır Osman, torun sual bergende. Bu toprakның evlatları yarın senden soracak. Men zamanның mağlubu desen kuvanıp mı bakacak? Sen düşmanını yıkacan da aydın yolunu açacan. Sen şu uçan kuşka yetmek için yaşacan. Bu dünyaya kim olup kelgenini düşün ya, mesuliyet al, çalış ogren demezler cahil sana. Sen unuttun ya bilmedin senin deden kim edi. Sen düşün de akıllan, bak nasıl alga kaldın. Ey garibim, men Allah'a senin için dua etem, senin için koz yaş dökem, senin için okünem. Mevlam kalbine iman saçsın, doğru yolga getirsin. Torunun sahip olup bu toprakta yaşasın. Сегодня у нас с вами занятие очень интересное. Сегодня мы с вами будем говорить о наших крымско-татарских традициях. Ребята, давайте вспомним, где мы живем. Крым. Правильно. Крым — это удивительное место. Его любят не только гости и сами крымчане, которые живут здесь. А еще наш полуостров сказочно красив. И поэты об этом пишут в своих лирических стихотворениях. А мы тоже знаем много стихотворений, да? Давайте одно из этих стихотворений сейчас мы расскажем. Крым — это здравница и чудо-сад. Крым — это фрукты, это сладкий виноград. Крым — это море, морские места. Крым. Крым — это степь, заповедные леса. Крым — это сказка, заглянувшие глаза. Видите, какой красивым это стихотворение, написанное нашим поэтом Коробкиным, да? А еще, ребята, наш Крым, он очень многонационален. Здесь проживают разные нации. А какие нации, вы можете мне сказать? Русские. Русские. Татарины. Армяне. Армяне еще. Греки. Греки, украинцы, правильно. Татары. Да, а всех их перечислить невозможно, правильно? Вот мы сегодня с вами пойдем в путешествие, в гости к нашей бабушке Алиме. А вы знаете, как приходят в гости и как приветствуют? Все помните? Да. Давайте отправимся в гости к бабушке Алиме. Заходим. Идемте. Не кирикает много. Аликом селям валар. Заходите, проходите, дети мои. Садитесь, где вам удобно. Садитесь, садитесь. В крымско-татарском народе есть пословица: 70-летний старик, хозяин, гостя 7-летнего встречает. Алиме Хартана, мы пришли сегодня к вам в гости, чтобы вы рассказали о наших традициях, обычаях. Я с удовольствием расскажу вам о наших крымско-татарских традициях. Это очень интересно. А о том, как здороваются, когда приходят гости. Какими словами встретить? Какие приветствия слова говорят и прощаются? Еще? Да, добро пожаловать, правильно. Ой, очень хорошо. Да, кошки это нас, да, келинус, правильно, молодцы мои дети. А какие угощения подают столу гостям? Самса, чебулек, Баклава. И наливают ароматный кофе. Правильно. Какие праздники знаете вы? Крымско-татарские, ребята. Курбан-байрам, Наврез байрам, Девиза байрам, Ураза байрам, Маша. А русские какие праздники знаете? Пасха, Масленица, Еще. А еще на Новый год, ребят. Рождество. Ребята, скажите, а масленица, на масленицу что готовят? Блины и оладьи. Правильно, да, блины, оладушки. А Пасха, что это за праздник? Пасха.
Что пекут на Пасху? На Пасху пекут куличики и украшают яйца. Раскрашивают яйца, да? Молодцы, Да. знаете, оказывается. А какой? Какой сейчас вот праздник скоро у нас будет? Какому Как он празднику? называется? Наврез Байрам. Наврез, правильно, Баларам, правильно. Наврез Байрам – это праздник солнца, Нового года. Люди очень хорошо готовятся, дети ходят в гости к старшим и молодежь и поздравляют друг друга. А как мы поздравляем? Кто знает? Что мы говорим? Какие? Стихи читаем, да, ребят? Да. А мы, бабушка Алиме, тоже готовимся к этому празднику. И мы хотим вам показать, как мы готовимся к этому празднику. Сейчас наш Джемиль расскажет стихотворение. Давай, Джемиль. Была весна, и по снегу прisa, зеленели луга и леса, и на влезу пришла пола. Молодец. А теперь давайте мы еще и споем. Мы не только споем, и покажем сейчас. Выстраивайтесь. Малыши впереди, старшие сзади. Малыши. К этому празднику готовятся заранее. Мужчины чистят колодцы, родники, женщины убирают дом, белят стены, помогают. Да? Да? И тоже готовимся к празднику. А давайте мы покажем, как мы готовимся. Ну-ка, взялись. Быстренько. Можно песни? Сабут ю вам весуде,
Машалла. С чего начинается наш Наврез Байрам? С колядок. А вы знаете колядки, ребята? Да. Давайте все громко вместе скажем. Селям алейкум, Лунакбай, поздравления принимай. Ваш пирог весенний мы все попробуем от души. Вот какие мы колядки готовим. Ай, Праздник молодцы, Наврез. ой, Машалла. молодцы. Присаживайтесь, я вам еще кое-что расскажу. Традиция сеять пшеницу. Мы тоже посеяли пшеницу. А теперь, в честь Наврез Байрама, посмотрите, что мы сделаем, дети. Мы повяжем ее, украсим красивой алой ленточкой. Это будет значить, что этот год наступающий будет у нас плодородным и богатым. Посмотрите, как красиво будет. Вяжем красной ленточкой, и так она и останется. Ее специально проращивают на праздник Наврез Байрам, а потом ставят на стол, И к солнышку. да, чтобы у нас было все хорошо и спокойно. Машалла. Молодцы. А еще вы знаете, что такую традицию? Вечером девушки ходят друг к другу в гости, собираются, пьют ароматный кофе и гадают. Очень интересная традиция. Да. И еще есть традиция. Прыгают через костер бабушками. А мы очень хотели бы, чтобы ты нам рассказала о своих старинных вещах. У тебя же, по-моему, есть хранятся Конечно. старинные вещи. Ой, ну совсем забыла. Старый, знаете ли. Посмотрите, у меня есть красивый сундучок. И там хранятся вещи, которые достались мне от бабушки и прабабушки. Они достались мне по наследству. Я буду вам показывать, а вы мне скажите, что это. Садитесь, вам будут показывать, а вы будете называть. Ой, что это у тебя в сундучке, Алиме Хартана? Что это, ребята? А что это? Зачем это? Расскажите. Девушки одевают на голову. Правильно. Вот. Это головной убор наших девочек и девушек, да? Ребята, вот- посмотрите, а это что? А Колпак. Это А для кому кого головной одевают? убор? Мальчиков. Мальчиков, У правильно. наших мальчиков тоже красиво, колпаклар, правильно. А, вот это вот, смотрите. Это Ребята. у нас очень красивая марама. Ее одевают невесты на свадьбу. Поверх Это красивого теста. старинная, посмотрите, ребята. Смотрите. Это невесты раньше одевали. Красивая, да, марама? Да. Мгм. Нежная. И потом у нас есть очень-очень старинный Кушак. Правильно. Посмотрите, ребята, какой он красивый. Чеканка какая красивая. Это действительно старинный кушак. Посмотрите, ребята. Эта техника называется филигрань баллар, который используют для изготовления таких украшений. Красивый, да, кушак, ребята? Это что? Кто знает? Яблок. Да, это украшенный специальный яблок, который тоже берет невеста с собой в приданое. А это у нас любят все девочки. Расскажите мне, что это? Девочки, что это? Антер. А по-русски как будет? Платье, правильно. И его тоже одевают по большим праздникам, таким как наш, правильно, Баллар? Ага. Что у тебя еще есть, бабушка Алина? Очень много чего. Вот разные марамалар тоже красивые. Это тоже специальное вышитое. Его тоже одевают на голову, тоже по большим праздникам. Ну, давай я тебе помогу. Мужской кушак. Ой. Еще у меня было что-то такое интересное. Вот, посмотрите, это у нас золотой, красивый Что это? Кушак. ушак. Кто его одевает? Мальчики. Мальчики одевают. Да, вот как у наших мальчиков кушак, да, Белла? Да, у нас Тоже тоже очень золотой красивый. красивый Вот. кушак. И еще посмотрите, А ребята. это специальная марама, но уже не на праздник. Это для молитвы, для намаза Баллар. Одевают женщины и молятся.
Тоже. Бабушки, женщины. Алимбек Хардана, очень интересно ты нам рассказала. Мы тебя очень благодарим. Большое спасибо. Ой, не стоит. Я сама рада, что к нам пришли такие гости хорошие. Приходите еще. Я вас буду очень-очень рада видеть. Я вам с удовольствием расскажу еще больше про наши традиции. А еще мы, Алимбек Хардана, хотим станцевать тебе наш традиционный танец кайтарма. Наши мальчики и девочки хотят тебе его подарить. Это было бы для меня очень большим удовольствием. Покажите, порадуйте старенькую бабушку. Ateşli gülüm çıksam da hep gölgeli aynalarım